Доброе утро, ребята. Хочу вам показать начальную школу, то есть, с 1 по 6 класс. Просто сегодня есть шанс зайти туда. Обычные дни это у кого ребенок здесь не учится, не пускает, поэтому сегодня день спорта нашего квартала. Зайдем, посмотрим. Это вот главные ворота. Здесь будка, волонтер. Волонтер сидит здесь. Гимн школы, где мои дети учились с 1 по 6 класс. Там бассейн был, сейчас она что-то не работает. Там есть компас. Сейчас пойдем посмотрим. Компас, по-моему, остался. Здесь уроки географии. Раньше здесь клетка была, здесь петух сидел. Вот там компас до сих пор здесь есть, смотрите. Север, восток, запад, юг. Сейчас это стоянка на кухне, кто работает. Так, здесь там главный вход. Добавить. У них своя школа, есть патрульная машина, типа полицейский. Она утром патрулирует по нашему району. Здесь написано родителям не заходить. Просто я покажу. Вот. Видите? Это шкафы для обуви. И там сенсор стоит, температуру измеряет. И антисанитайзеры. И написано: первый этаж для первоклассников, второй этаж для вторых и четвертых классов, третий этаж для шестиклассников. Часы. И здесь вот, пожалуйста, welcome. Добро пожаловать. И награды, дипломы. И пойдем там посмотрим. Здесь памятник для школьников. Как будто наши советские памятники. Мальчики, ребята. Буквой П это столовая, кухня, готовят еду для школьников. Это бассейн. В конце мая откроется купальный сезон для школьников. На уроке физкультуры обязательно купание у них. Так, это вот основное. И здесь спортзал. Здесь проходят зимой. В основном зимой этот волейбол, баскетбол. Все занятия, которые на улице невозможно провести, здесь все проходит. Здесь даже проходит торжественные собрания. 8 апреля или 4 апреля здесь, вот видите, тут баскетбольный, волейбольный, второй этаж, там цена, здесь концерт устраивать. Короче, все открыто, продувается. Так, я раньше жил вот в этом доме двухэтажном, 16 лет я прожил здесь. Здесь 8:30 перед началом занятий обязательно музыка играет, поэтому все как было, так и осталось. Это в дождливую погоду, чтобы дети под крышей из основной школы, из здания попадали в спортзал. Перед тем, как зайти в основное здание, здесь надо зонтик сюда воткнуть, обувь здесь оставить и со своими тапочками. Сейчас я не буду заходить. Со своими тапочками обязательно заходить сюда. Вот. Тут вот умывальники, там уже школы, здесь туалеты. Видите, классы женский, мужской, там на 2-3 этаж. И сквозной. Туда проходит в следующее здание. Я заходить не буду. Там обычный стол, стул и шкафы для этих сумок.
Дети с собой приносят каждый день свои книги, тетради. Вот. Сегодня даже, по-моему, занятия есть. Обычно в субботу не занимаются, сегодня открытый урок. Поэтому вот. Какая-то вот у нас, я в 95-м году, у меня на канале в YouTube есть праздник физкультуры и спорта. Здесь я детей снимал. В 95-м году я прям вот здесь стоял. Вот отсюда я снимал, вел этот репортаж. Значит, это квартал. Видите, дети. А сегодня дети бегают. Я думал, квартальный. Что-то детей мало очень. Палатки каждый этот район, ну, каждый квартал. Не квартал, а каждый, вот, как вам сказать, махаля, типа. Пожалуйста. Да, я как-нибудь кусочек выложу, как мои дети, когда учились здесь в школе, как они здесь занимались. Смотрите, за сколько же, 20 лет, да, все изменилось. Смотрите, детей меньше стало, и родителей меньше стало. Ну, сегодня что-то первоклассников нету, только, наверное, шестиклассники. Значит, пятиклассники выступают, 5-й, 6-й. Наверное, маленьких детей отделили, я так понял. Причину я не знаю, но сейчас будет забег на 50 метров или на 100 метров. По шапочкам можно определить команды. Вот красные шапочки, повязки. Так, сейчас. Сегодня классная погода. 15 октября, не скажешь, да? А вот побежали дети. Эстафета началась. Вот вам эстафета. Девочки, мальчики все подряд бегают, независимо от статуса. Видите? А как статус. И свободные дети вешают сразу медальончики, каким они побежали. А, нет, карточки раздают. Раньше медальончики вешали, сейчас карточки раздают. Вот видите, здесь этот идет. Болеют дети. Это не эстафеты, это обычные. Вот видите, дети болеют.
еще одна примечательность. Вот школьный фотограф, он все это фиксирует. А потом при окончании школы за 6 лет весь полностью альбом об окончании, как они учились, чем занимались, куда ездили, что делали. Все уроки полностью зафиксированы и будут составлен для каждого отдельно, для ученика альбом. Представляете, да? Классно как. Вот дети, вот дети. Вот. Коллективизм здесь, патриотизм, все здесь вот складывается. Видите? Так, сейчас вот уже готовы. И желтый первый, зеленый второй, белый третий и оранжевый четвертый, синий пятый. Ну, видите, раньше мы 8-миллиметровой камерой снимали. Времена такие были, только-только. Тогда не было интернета, не было айфонов, не было ютуба, не было фейсбука, инстаграма. Получается, в 95-м году я был первым ютубером. Если бы все это было бы, я бы все выложил бы тогда. Видите, сейчас все телефоном снимают. Вот, музыка играет здесь, видите? Вот здесь вот 6 лет мои дети учились, выросли. Это их родная школа, представляете? Старайтесь, говорит, гамбатте кудасай, видите? Давайте, говорит. Вот первая прибежала, аж прям счастливые все. Вот вам Олимпиада для школьников. Ну ладно, ребята, всем удачи. Маски у нас не отменили и не собираются, поэтому мы всегда будем ходить в масках. Я не знаю, лет, наверное, 10 еще в масках будем ходить. Как вот, это мое любимое дерево. Раньше мы отсюда заходили, в ворота, футбол гоняли здесь спокойно. В субботу-воскресенье с детьми приходили, футбол гоняли. Сейчас везде камеры стоят, security. После некоторых инцидентов с детьми, со школьниками заходил этот ненормальный, один зашел, хотел этот ножом попугать. Вот. Так что заходите на мой канал, подписывайтесь и смотрите видики про жизнь капитана милиции СССР в Японии. Вот такая горка была. Мы здесь вот здесь прям сидели. Здесь сидели и наблюдали. Эти деревья уже такие большие, блин, смотрите. Ладно, всем пока, всем удачи. Ставьте лайки. Если не нравится, дизлайки. Если нравится, нажимайте нравится. Колокольчики, молокольчики. Ну, как это вам. Вы же смотрите видики. Там же все ютуберы изо всех сил просят вас подписаться, и вы подписываетесь. Я не прошу, просто если есть желание, подписывайтесь. Вот такие вот новости из Японии. Ну, в классы заходить, я не знаю. Сейчас посмотрим, может быть. Но они огородили, чтобы в классы не заходили, потому что корона. И они предостерегаются, короче, что я не знаю сейчас. Но видите, огорожено все. Ладно, всем пока. Средняя школа, ой, начальная школа Окаяшо называется, город Уджи. Ну, короче, школа моих детей. Ладно, всем пока. Всем, короче, лайки не забываем.